Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Зеленый свет над Дубравной. Очень сильно переживали, 5 лет уже строили вместе с этими рабочими. Какой получилась новая станция метро, увидел Дмитрий Аринин. Музыка объединяет. Как прошел фестиваль народного творчества «Играй гармонию», увидела Анна Городнова. Для них теперь это двойной праздник. Я очень ждал праздник. Наконец-таки он появился. С рожденными в День Республики познакомилась Алина Мусина. Когда КАМАЗы в прямом смысле летают по центру города. Чем запомнился Казань-Сити Рейсинг, расскажет Сергей Хайдаров. Сегодня Татарстан отмечает День Республики. С праздником всех поздравил Рустам Минниханов. Он отметил, 28 лет назад республика приняла на себя ответственность за судьбу многонационального народа Татарстана. Сегодня она уверенно удерживает позиции одного из регионов-лидеров. Рустам Минниханов подчеркнул, достижения в экономике и социальной сфере, уникальное историко-культурное наследие стали основой единения людей разных возрастов и профессий. Он пожелал всем доброго здоровья, счастья и благополучия. Праздничный видеоролик Рустам Минниханов разместил и в Инстаграм. В минутном клипе все, чем славен Татарстан. Это машиностроение, сельское хозяйство, IT, нефтехимия и, конечно же, люди. Телеграммы с поздравлениями с Днем Республики поступают от мировых лидеров. Президент Турции Раджеп Эрдоган в своей телеграмме отметил, отношения с Татарстаном продолжают развиваться во всех сферах сотрудничества и пожелал всем благосостояния и процветания. Президент Чехии Милош Земан подчеркнул, у Чехии и Татарстана крепкие связи. Вопреки географии, Татарстан стал одним из ближайших партнеров. Президент Татарстана уже получил поздравительные телеграммы от губернатора Санкт-Петербурга, руководителя Оренбургской, Курганской областей, акимов Костанайской области Казахстана и Астаны. Празднику сегодня 28 лет. И все, что сделано за эти годы, сделано трудами жителей республики. Мы подготовили специальный материал, чтобы напомнить, какой созидательный путь мы прошли и как поменялся с 90-х годов облик столицы Татарстана. И это лишь малая толика изменений за 3 десятилетия. Вот и сегодня долгожданное открытие. После 5 лет строительства в Казани заработала станция метро «Дубравная». Она стала 11-й по счету и последней в первой красной линии метрополитена. О том, как зажегся свет в конце тоннеля, Дмитрий Аринин. Несмотря на эти сложности финансовые, всевозможные, погодные, подземные, мы эту линию сделали, мы ее сдали. Так на станции Дубравная дела от метростроителей переходят к метротранспортникам. Поздравить с этим событием приехали Рустам Минниханов, Ментимир Шаймиев и Ильсур Медшин. Город наш должен быть комфортным. Вот очень много по общественным пространствам делается, по дворам, по дорогам. Конечно, еще много что надо сделать. А вторая линия метро
мы приступили, несмотря на все сложности финансовые. Почетные гости одними из первых и прокатились на метро с новой станции. Дубравная уникальна тем, что в Казани она первая конечная и одновременно пересадочная. Здесь красная ветка будет встречаться с синей, которая пока в проекте. Очень сильно переживали, 5 лет уже строили вместе с этими рабочими. Очень рады. Хотя тут тоже трамвай есть и прочее, но метро гораздо лучше. Все дальше двигается. Это мы очень рады. Станция Дубравная одна из самых неглубоких, всего 18 метров под землей. Все разработки по системе проезда, все наши, поэтому в этом и уникальность этой станции. Дизайн Дубравный, светлый гранит на сводах и на перроне столбы, стилизованные под деревья. С запуском этой станции казанский метрополитен стал длиннее на 700 метров. Его пассажиропоток увеличится на 5%. Это позволит разгрузить транспортные потоки в еще одном густонаселенном районе Казани. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Больше 1000 подлинных предметов и личные вещи поэта. После реконструкции в Казани сегодня открылся литературный музей Габдуллы Тукая. Его первыми посетителями стали Рустам Минниханов и Минтимир Шаймиев. Как обновился дом Шамиля XIX века, увидел Салават Мухаммадуллин. Театр. Стихи, экспонаты и дух поэта спустя 2 года возвращаются в родной дом. На экспозиции личные вещи Тукая, рукописи, книги, фотографии – это 1000 подлинных предметов. Отдельного внимания в музее заслуживают личные вещи Габдуллы Тукая. Например, вот с этой чернильницы он писал свои произведения, а рядом с ней – стакан для карандашей. Здесь же головной убор, запонки, дорожная сумка и полотенце поэта. Если честно, эмоции от всего этого передать словами, мне кажется, невозможно. Эти экспонаты выставляются впервые специально к открытию музея. 2 года он был на реконструкции. У нас открылась колонна, которые раньше были скрыты внутри стен, и строители его восстановили. Также один наш зал может похвастаться своими родными паркетами. Первые посетители Рустам Минниханов и Минтимир Шаймиев. То ли от впечатлений, то ли в экскурсию вмешался дух поэта, но в один момент запели все. Музей разделен на 10 залов. Среди них детская, читательская зона и театральный уголок. Настоящий музей, где живет и дух Тукая, и мы можем узреть его величие, мы можем гордиться. Теперь музей открыт для всех желающих. Салават Мухаммадуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Дворы на 1 миллиард рублей. 430 дворов в Казани в этом году полностью преобразятся. Большая половина из них уже готова. Ремонт остальных должен завершиться в сентябре. Сегодня праздник прошел во дворе 74-го дома по проспекту Имашева. Новая детская площадка, скамейки, сцена, площадка для футбола. С каждым месяцем становится лучше. Теперь у меня возможность всем заниматься. Преображение двора 74-го дома на Ямашева не перестают перечислять. В 2017-м здесь обновили асфальтовые дорожки. В этом он полностью изменился. Охота гулять, проводить больше времени, играть. Кто умеет? Давайте кроссовер попробуем. Кто научился? Поднимите руки. Здесь же обновленная футбольная площадка. Как двор превратился почти в парк развлечений, увидел Рустам Минниханов. Вот это место, оно было местом, где вы собираетесь, обсуждаете, встречаетесь, где вам комфортно, где безопасно. Печаль и пенсию, только вот идти по ней, с каждым шагом все больней. Выступление Альберта Асадуллина прямо у дома. Такое можно увидеть только на празднике двора. Это уже подарок президента казанцам. Приятного аппетита! Одни уже празднуют завершение благоустройства двора, другим только это предстоит. В этом году будет отремонтировано 430 дворов в Казани. Всего на 1 миллиард рублей. План делали так, чтобы между деревьями ту площадочку, эту сделать. Вот, допустим, футбольное поле, там меньше деревьев, они поставили там. Поэтому двор и объединяет всех жителей. Он станет образцом для управляющей компании. Ремонт всех дворов в Казани завершен на 64%. Около 200 должны открыть после ремонта до конца сентября. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В обновленных дворах будет кому играть. В День Республики стало на 100 малышей больше. И теперь они будут отмечать день рождения вместе с Татарстаном. С новоиспеченными родителями радость разделила и наш корреспондент Алина Мусина.
Он устроил семье большой праздник. Георгий выбрал особенный день для рождения – День Республики. Второй сын, маленький богатырь, весом 3 килограмма 200 граммов, появился на свет сегодня в 5 часов утра. Это до того долгожданный малыш, желанный малыш. Мы так как-то долго не могли никак собраться, чтобы появиться на свет. И сегодня ночью наконец-таки меня муж привез. А дома их уже ждут папа и маленький помощник Родион. Эмоции переполняют, признается глава семейства. Не находим подходящих слов, чтобы выразить всех эмоций. Я очень ждал братика. Наконец-таки он появился. В семье Фардиевых сегодня тоже особенное праздничное утро. Маленькая Диляра родилась сегодня в 6 часов. Настоящая дюймовочка весом чуть больше 3 килограмм. Мы очень ждали второго ребеночка. У нас есть уже сын Даниярчик, который очень ждет свою сестреночку. А Данияр и папа малышки смотрят первое фото, волнуются и с нетерпением ждут встречи. Ждали этого ребенка уже давно. Поздравляю всех с Днем Республики. В республике сегодня на свет появились более 100 детей. Из них 13 в роддоме 16-й горбольницы. Они теперь будут отмечать свой день рождения вместе с Татарстаном. Надеемся, что эти дети станут гордостью нашей республики, что родились они на радость, на счастье родителям. Алина Мусина, Ольга Нестерова, ТНВ, Казань. Аллея героев в Челнах, поликлиника и детсад после ремонта в Заинске. Сразу несколько объектов открылось сегодня в городах республики. Палитра праздника в нашем репортаже. Челны утопают в цветах. Традиционный фестиваль собрал тысячи гостей с разных регионов страны. Букеты спортивной символики и сказочные герои. Действительно впечатляет масштабы этого праздника, то, как все это сделано кропотливо. Настроение просто чумовое, столько всего для детей придумано и сделано. В память о земляках открылась аллея героев, а позже в городе прошел автопробег. Колонна из 18 КАМАЗов во главе команда чемпионов. После капремонта в Заинске сегодня открылась поликлиника и диагностический центр. По республиканской программе выделили более 50 миллионов рублей. В новых условиях теперь и дети. В детском саду «Алтынчащ» полностью заменили коммуникации, крышу, фасад, а в игровых комнатах теплый пол. В Нижнекамске праздник начался с шествия трудовых коллективов предприятий. Зрители растянулись на несколько километров. Мы хорошо так прошли, бодренько. Все пошли с хорошим настроением. Всего хорошего, процветания, всем здоровья, мира над головой. Жители Альметьевска встречали национальные подворья и угощали чаем. Школьникам на сцене вручили ранцы. А на выставке «Парк советских времен» можно было увидеть ретро-автомобили, коляски и другие атрибуты прошлого. Красивые лица, нарядные, веселые. А на самой старинной улице города появилась скульптура Антону Чехову. Это очередной подарок от нефтяников. Делали около года. Работа в бронзе. Это очень долговечный материал. В городском парке Нурлата конкурс караоке и уроки рисования. Свои номера показали творческие коллективы. А перед салютом во всех районах сегодня дискотека с участием звезд российской и татарской эстрады. Анна Городнова, Ильшат Аюбов, Елена Маврина, Филюза Хамидуллина, Айгуль Хасаншина, ТНВ, Татарстан. В эти дни в Казани тысячи туристов. Они присоединяются к поздравлениям с Днем Республики. День республиканский. Желаем успех, всем здоровья. Напоминает, как такая маленькая Москва. Везде смотришь, все так красиво, убрано, чисто, прямо радуется глаз. Мира Республики Татарстан, добра и процветания. Будьте во всем первыми. И жители, наверное, оставаться всегда такими же добрыми, улыбчивыми, отзывчивыми. Очень хорошие, добрые люди. Всей республики процветания, чтобы здесь всегда было все хорошо и, соответственно, много туристов. Культурный центр третий нашей страны, мы считаем. Все современно. Впечатления шикарные, особенно ваш Кремль. Я желаю вам процветания и, конечно, прекрасно провести вам этот праздничный день. Разойдись, душа, развернись, гармонь. Традиционно Казань встречает фестиваль народного творчества, который так нравится туристам. «Играй гармонь». Ему уже 33 года. И на этот раз в центре города собралось 80 коллективов со всех районов республики.
На фестиваль гармонисты из Джалиля приехали с татарским попурри. Старшие начинают, младшие подхватывают. Где ты раньше на ней играл? История? Моему гармонию уже лет 50, он старый гармошка. Вот видите, как я его держу. Все, ухаживаю за ним. Это хороший гармон. Со мной вместе стареет он. Мордовские, удмуртские, чувашские напевы. Музыка сегодня объединила все национальности. Здесь на площади представлено 80 коллективов со всех районов республики. Перед театром Камала сотни зрителей. Их любимому фестивалю 33 года. Гармонь без это без мелодии как-то жить. Без мелодии татар не может жить. Дай Бог, чтобы так дружба народа всегда была. Днем электросварщик, вечером единственный гармонист в женском коллективе Сагит Шафиков из Альметьевска. На фестивале 3-й год. С 2 лет, наверное, играю уже, наверное. Сперва двухрядки играл, потом в 3 классе уже на баяне начал играть. Музыка нас связала, чтобы мы дома не сидели, чтобы плясали, чтобы народу нас себя показали. На сцене конкурс гармонистов. В программе сегодня и частушки, и танцы. Гармонь всех объединила. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Когда республиканский праздник становится многонациональным, сегодня у Центра семьи Казан прошел фестиваль «Мозаика культур». Чаши этноконфессиональные развлечения представили все народы, проживающие в Татарстане. Как День республики объединяет, увидела Альбина Салгараева. В Татарстане проживает более 170 национальностей. Сегодня они здесь, у Центра семьи Казан. Здесь развернулся фестиваль «Мозаика культур». Можно было увидеть национальные костюмы, попробовать национальные блюда и услышать национальные песни. Мне кажется, может внести большую работу. А потому Гульнас Исмагилова сделала мусульманские магниты с сурами из Корана. Они пользуются популярностью у покупателей всех национальностей. Это трудоемкая работа на самом деле. Очень много этапов у нее. Выставка народных промыслов и ярмарка национальных сувениров. Гости фестиваля могут познакомиться с традициями и обычаями разных народов и культур. Это исконно традиционная бурятская посуда. Она имеет, во-первых, лечебные свойства кедра. Свои работы представили здесь татары, русские, удмурты, чуваши и другие национальности. Выставку посетил и президент Рустам Минниханов. Здесь его встречали главы духовенств и конфессий республики. Очень важно сохранить самобытность любой нации, сохранить религию, сохранить традиции. Россия, она этим сильна. Мы все разные, и мы вот большая Россия. А на сцене большой концерт. Этнонациональные коллективы приехали со всей России. Кемерово, Карелия, Якутия, Хабаровск и другие. Здесь же показы национальной одежды, мастер-классы по национальным танцам и изготовлению кожаных изделий. Альбина Аслагараева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. А Казанский Кремль сегодня превратился в центр татарской культуры. Весь день здесь Таткультфест. 3 музыкальные сцены, театральные и литературные зоны, дизайн-маркет. Все это фестиваль на мультиформатной площадке. И в эти минуты в Кремле работает и наш корреспондент Салават Мухаммадулин. Салават, добрый вечер. Как проходит Таткультфест? Добрый вечер, Алексей, хотя скорее хайрле кич, потому что я сейчас в окружении татарской культуры. Как вы наверняка видите и сейчас, конечно, услышите, что Таткультфест в самом разгаре. Сегодня здесь больше 30 выступлений среди артистов, музыканты из Австрии, Германии, Финляндии. Также Таткультфест радует своих гостей литературным двориком у башни Сюимбике. Можно послушать стихи на татарском языке. Также здесь есть театральная зона, выставка, маркет, также специальный есть фудкорт и даже кинозона. И, конечно, стоит отметить, что сегодня на территории Казанского Кремля сразу 3 сцены. И давайте же сейчас послушаем отрывок одного из многочисленных выступлений. Посетил Таткультфест сегодня и президент. Он осмотрел площадки фестиваля и пообщался с артистами. И вот только-только заиграла музыка. Давайте немного послушаем ее и насладимся ею.
Ну, хорошего понемногу, как говорится. Стоит отметить, что хедлайнер фестиваля дуэт Айгуль сегодня выйдет на эту же сцену примерно через 3,5 часа. Ну а сам фестиваль открыт для всех желающих до 12 часов ночи. Так что, дорогие телезрители, у вас еще есть время прийти сюда. Алексей? Спасибо, Салават. Это было прямое включение из Кремля, где проходит Таткультфест. А мы продолжим праздничный выпуск и переместимся на Казанский ипподром. Там сегодня разыграли почти 10 миллионов рублей. На арене лучшие скакуны Татарстана и России, фавориты и темные лошадки. Среди них и кони Рамзана Кадырова, победители прошлых скачек. Какой старт сегодня прошел впервые и кто пришел первым в главной гонке, расскажет Елена Веселова. Такого в истории Казанского ипподрома еще не было. Впервые на старт вышли дети на пони. Первой на своей лошадке к финишу прискакала 8-летняя Наина Мужева. Вот что тяжело было? Соперниками тяжело было и с нами. Праздничные скачки в 16 заездах собрали около сотни лошадей и их наездников. Ставки разнились от 20 рублей до 2000. Уже видно, кто работал, какие люди там сидят, кто наездник. Это, знаете, это все чувствуется. Самыми интригующими стали скачки на Кубок президента Татарстана. Посмотреть, кто победит, пришел и Рустам Минниханов. На старт на чистокровных верховых скакунах вышли 12 участников. Фавориты традиционно лошади Рамзана Кадырова. Они уже дважды до этого увозили главный приз. Но на самом финише фаворитов обошел сильный конкурент из Татарстана – жокей Александр Иванской на лошади князь Юсупов. Победителю вручили кубок и приз в 3 миллиона рублей. Лошадь великолепная, поэтому особых усилий там мне не пришлось прилагать, да. Напрямую потрудился немножко. Общий призовой фонд турнира составил около 10 миллионов рублей. В нескольких заездах призовые также достались татарстанцам. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Кони скачут, а КАМАЗы летят. В День республики и такое возможно. Под Кремлем сегодня визг тормозов и запах паленой резины. Это автошоу «Казан Сити Рейсинг». Почему в этом году главными действующими лицами стали пилоты КАМАЗа, знает Сергей Хайдаров. Сегодня Казань превратилась в мировую столицу дрифтинга. Как только не жгут резину, лучшие пилоты со всей страны ради эффектных трюков. Чтобы их увидеть под Кремлем, тысячи зрителей, но летающих КАМАЗов никто не ждал. Как раз пилоты КАМАЗ-мастер стали главными действующими лицами шоу. Прославленная челнинская команда празднует юбилей 30 лет. Ну а прямо сейчас настоящий исторический момент сегодняшнего авто- и мотопраздника. Потому что здесь, под стенами Кремля, появились ретро-КАМАЗы. Но возглавляет эту колонну машина, которая принимала участие в ралли 30 лет назад. Поздравить команду сегодня приехал и президент республики. А каждый гость праздника мог не только посидеть за рулем легендарной машины, но и прикоснуться к главным кубкам ралли. Выставили всю свою историю, всю свою экспозицию. Все могут посмотреть, с чего начиналось. Ну и немножко, конечно, поудивлять, то, что такие грузовики могут себя показывать не только на международных ралли, где земля, песок, а и на асфальте. Тем временем взгляды тысячи зрителей прикованы к трассе. Хотел бы там оказаться, потому что разные трюки выполняют. Крутые они, да, ребята? Да. Автомотопраздник сегодня в Казани весь день. Шоу должно продолжаться. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. С левого берега праздника плавно переместимся на правый берег Казанки. Главная концертная площадка сегодня возле центра семьи Казан. Там работает и наш корреспондент Альбина Минибаева. Альбина, здравствуй. Кто уже выступил на сцене и кого ждут зрители? Алексей, приветствую тебя! Центр семьи Казань со всеми вместе празднует День Республики и День города. Здесь собрались тысячи жителей, гостей, да и туристов нашего города. Уже с 10 утра здесь выступают различные фольклорные ансамбли разных народов мира. Это показывает, что действительно наша республика многонациональна. Ну а с 6 вечера та самая долгожданная концертная программа уже выступили звезды татарской эстрады.
сейчас популярная казанская рок-группа «Прогульщики». Сейчас предлагаю послушать. Вот они только что допели, но я надеюсь, мы успеем еще послушать их выступление. Предлагаю посмотреть на сцену, что там творится. Звезд российской эстрады. Это группа Hi-Fi, группа Любэ. Они появятся уже после 8 часов вечера. Алексей, остаемся здесь, следить за концертной программой, праздновать вместе со всеми День нашей республики. Алексей, тебе слово. Спасибо, Альбина. Береги голос, потому что мы продолжаем следить за праздничными гуляниями в республике. Наш эфир продолжает прямая трансляция концерта Болгар Радио СЫ. Приятного вечера и до встречи в 21:30. Здравствуйте! Время поговорить о погоде на ТНВ. В предстоящие сутки погода начнет меняться, но подробнее после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Дождливый циклон принесет в Татарстан осадки. Погода начнет меняться, и уже в субботу пройдут дожди. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики пасмурно, 21-22 тепла. На северо-востоке ожидается пасмурный день, до 22 градусов выше 0. На севере Татарстана переменная облачность, 20-22 градуса выше 0. На северо-западе облачный день, до 23 градусов. На юго-западе также не выглянет солнце, 25-26 тепла. В центре Татарстана ясная погода, 22-24 градуса выше 0. Росбанк, группа Société Générale, российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В Казани ожидается облачный день. Днем до 25 тепла. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. На этом наш выпуск завершен. С вами была София Егорова. До свидания.